История блюда такова, что я, будучи молодым специалистом, уехал после университета на Дальний Восток и оказался перед выбором: я либо буду голодным, либо я буду готовить сам. Есть рыба, есть морепродукты, которые вот мы сами ныряем и достаем, и есть желание кушать. Когда начал готовить, а поскольку все знали, что я из Казани, я татарин, пристало имя татарская уха. И с тех пор вот у нас в семье она называется дальневосточная татарская уха, мы ее готовим, мы ее любим. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня вся наша страна празднует светлый, добрый праздник День семьи. И мы решили этот праздник отметить вместе с семьей Камаловых. Встречаем Рустем, Эльмира. Здравствуйте! С праздником вас! Байрам белән! Исәнмесез! Прошу, вам слово. Но помимо Дня семьи, мы празднуем, мы, экологи, празднуем год экологии, поэтому не мог не прийти без подарка. Год экологии. И мы хотим подарить вам прекрасную книгу, которая называется «От муравья до медведя». Здесь редкие виды фауны Татарстана. Рассказано о редких видах фауны Татарстана. И я могу сказать, что немногие биологи и экологи, не прочитав эту книгу, и не знали, что, оказывается, у нас есть такие виды. Татарский чай, который сделан из наших трав. Здесь и мята перечная, и лист черной смородины, все экологически чистое. Еще раз большое спасибо за подарки, и мы переходим к нашему блюду. Сегодня мы готовим и простое, и, Руслан, с одной стороны, и сложные блюда. Мы его назвали татарская приморская уха. Да, Название интригующее. Да, значит, нам потребуется, на самом деле, не менее 5 видов рыб, но мы ограничимся 2 видами рыбы. У нас сегодня будет красная рыба, и у нас будет сегодня морской окунь. Дальше у нас есть овощи, обязательно морепродукты. Это креветки, мидии, кальмары. И я думаю, мы что, приступим. Каждый будет делать свое, поэтому я попрошу, Руслан, вас начать готовить рыбный бульон. То есть основу нашу Основу, да. Кальмары мы отвариваем. Так, сейчас, значит, вот эту вот кастрюлечку, сейчас мы ее прибавим. А я приступаю к разделке рыбы для того, чтобы у нас кусок достаточно большой. Да, а ты потихоньку начинаешь готовить. Вот он, семейный подряд, да? Все готовить, уже все вкусно. готовить овощи для То есть в холодную воду, да? Да. Ну что ж, самый интересный вопрос возникает у наших зрителей и у меня. История этого блюда. Поделись, пожалуйста, секретом. Да, Руслан, история блюда такова, что я, будучи молодым специалистом, давайте мы, чтобы у нас процесс шел, я попрошу. Давайте. Да, рыбу туда. Уехал после университета на Дальний Восток и оказался перед выбором: я либо буду голодным, либо я буду готовить сам. Что раньше я этого не делал. Да? Потихоньку тогда беру овощи и начинаем сервировать. Теперь, а что есть на Дальнем Востоке? Занимались мы, к слову сказать, тренировкой морских животных. Это морской дельфин, называется белуха. Работа проводилась для военно-морского флота для обнаружения живых объектов и неживых. Ну, такая достаточно интересная тема. Сейчас уже можно об этом говорить. Есть рыба, есть морепродукты, которые вот мы сами ныряем и достаем, и есть желание кушать. Все это нужно объединить и приготовить блюдо. Все это нужно объединить и приготовить блюдо, и появляется такой вот микс. В первую очередь рыба, морепродукты, ну и добавляем овощи. Когда начал готовить, а поскольку все знали, что я из Казани, я татарин, к этому блюду пристало имя татарская уха. То есть с тех пор? И с тех пор вот у нас в семье она называется дальневосточная татарская уха. Мы ее готовим, мы ее любим. Так, немножко зрителям о том, что мы делаем. Мы пассируем лук до полуготового, до золотистого цвета. Мы добавили сельдерей. Да, сельдерей добавили. Сейчас вот это нагревается, и мы добавляем чеснок. Вот сейчас уже можно чеснок туда добавлять. Это тоже не жарится, это просто нагревается. Немножечко, да? У нас кальмары не готовы еще. Ну, смотрите, посмотрите. Практически уже Практически готово. Руслан, мы не должны забыть посолить. Если... Посолили. Всё. Процесс приготовления приморской татарской ухи в самом разгаре. И мы сейчас кальмары прочистили, промыли их холодной водой и нарезаем на мелкие кусочки. А параллельно мы берем майонез, добавляем туда чеснок, оставляем для того, чтобы потом, когда блюдо будет у нас готово,
булочки нарезаем, мы им делаем гренки. намазываем. Это У вас еще и продолжение, есть, такое, вернее, добавка к подаче ухи. Сытная добавка, да. Расскажите, пожалуйста, какие вот семейные традиции в семье Камаловых присутствуют? Вот семейный обед, семейные ужины, вы говорили. Что еще? А если говорить о традициях, я расскажу о своей семье, наверное, Руслан, Эльмира о своей. Семья врачей. Я стал экологом, может быть, случайно, может быть, не случайно. Семья врачей. Общий стаж людей, которые посвятили медицине, насчитывает более 500 лет. Да, у нас двое детей. Старший Марат, младший Амир. Старший вот буквально вчера сдал на пятерке. Защитил магистерскую диссертацию. На 5, да. А Амир, младший, он пошел по стопам уже, получается, деда, прадеда. Он, алла верса, будет Врачом. стоматологом, врачом, да. А вообще, вот, в принципе, дед военный хирург, он воевал с Вишневским. Мама всю жизнь проработала, отец преподавал. То есть такая... Бабушка. Да, Бабушка то есть тоже огромная врач, традиция вот медицинской семьи. И я думаю, что биология, я закончил университет, и медицина, она где-то была рядом. Все это близко, да? Да, Эльмира говорит, в тебе умер врач, но я думаю, что зато... Родился эколог. Зато родился эколог, Был бы да. очень хорошим врачом. Кстати, не забываем рассказывать зрителям, что мы делаем. Из ухи Да. мы вынули рыбу, Она у нас готова. да, Да. и добавили... Мы сейчас помидорки. допассируем, то есть в пассировку мы доложили помидоры. Они у нас немножечко должны тоже приходить. Я порезал, кстати, картошечку. Да, картошку изумительно, очень красиво. Сейчас мы ее Мы ее тоже можем запускаем. запускать. Так, Да, давайте. пожалуйста. Эльмир, расскажите вот о ваших семейных традициях. Наши семейные традиции тоже очень крепкие. Наша семья тоже очень большая. Мои родители, они всю жизнь посвятили производству. Мама всю жизнь работала на заводе «Теплоконтроль». Папа у меня, Фат Ахмедович, он так называемый, его называли, они сейчас на пенсии, его называли даже татарской левшой в свое время, потому что он работал на заводе «Микрон», опытная экспериментальная площадка. Делал инструменты для хирургии для Федорова. Да, вот есть Микрохирургии клиника, глаза. Инструменты делались под микроскопом. Это такая кропотливая работа, очень мелкая, поэтому его и называли татарской левшой. Но я музыкант. Я с детства, начиная с детского Вы садика. играете на музыкальных инструментах? Да, я играю на скрипке, я играю на фортепиано. Сейчас я работаю в Казанском У нас федеральном готовы университете, в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Вот одна из составляющих коммуникации – это искусство. Педагогика искусства – это вот сейчас это мое занятие. То есть это... Но я хочу добавить, когда Эльмир говорит про своих родителей, значит, это вот есть интеллигенты с высшим образованием, врачи, биологи, а это вот интеллигенты рабочего класса. То есть он самоучка, он изучал арабский язык. Огромная благодарность ему, потому что он воспитал вот в наших сыновьях вот это мужское начало и очень главное любовь к татарскому языку, к татарской культуре. Вот уже готово, мы сейчас это отправляем в нашу кастрюлю. То есть пассерованные овощи добавляем Да, мы пассерованные овощи, все. в наш бульон. Да, и у нас будет пассерованные, время, они когда это слегка. будет все насыщаться, обмениваться вкусами и запахами. Процесс приготовления вот этой заморской ухи на самом деле не так прост. Поэтому все самое интересное после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, лето в самом разгаре, и мы представляем рубрику «Готовим на природе», где известные шеф-повара нашего города делятся своими кулинарными секретами. Для правильного барбекю нужна компания, повод, хороший продукт и правильное оборудование. Что мы сегодня, собственно, и применяем. Мы готовим здесь. Это керамический гриль, он готовит на углях. В него мы положили нашего фермерского цыпленка второй категории. Ну, начинить можно его печенью. Тоже этого же цыпленка, который готовится очень просто, добавлением сливок, добавлением ядного яйца, добавлением лука. Начиняется борщная часть цыпленка, солится сверху и закладывается сюда. Формы гарниров разные. Кто-то предпочитает овощи, кто-то предпочитает более клубневые, это картошка, свеклу, прочее. Я сегодня эксклюзивом побалую. Я сделал гарнир у нас французский, из наших татарских региональных продуктов. Это на основе пшеничного хлеба, фундук краснодарский, чеснок татарстанский, и масло растительное. Буквально 2 столовые ложки. И готовится это полчаса. Не нужно никакой соли, не нужно никаких добавок. Почему? Потому что фундук, он имеет приятный такой маслянистый вкус. Хлеб имеет при нагреве свой вкус, очень приятный.
И плюс чеснок, он дает пикантность и аромат очень хороший, сильно. А масло все это женит. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаем, мы сегодня отмечаем праздник День семьи. И семья Камаловых в полном составе. Рустем и Эльмира готовят на нашей кухне. В первой части программы мы говорили о семье. Ну а сейчас, позвольте, я представлю нашего гостя как не просто Рустема, главу семьи, а Рустема Ильдаровича, первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Камалов Рустем Ильдарович, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, заслуженный эколог Республики Татарстан. Родился в селе Киять Буинского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет по специальности биолог. Трудовую деятельность начал в Тихоокеанском институте рыбного хозяйства тренером морских животных. С 1989 года по настоящее время работает в природоохранных органах республики, пройдя путь от рядового инспектора до первого заместителя министра экологии и природных ресурсов республики. Супруга Эльмира Фуатовна родилась в Казани, занимается педагогической и научной деятельностью в области музыкального искусства в Казанском федеральном университете. Сыновья Марат и Амир. Вот такой серьезный человек у нас сегодня в гостях. И готовим мы татарскую дальневосточную уху Да. с интересными ингредиентами и по очень интересному рецепту. Здесь у нас бульончик с овощами, кальмары готовы, рыбку мы сейчас разделываем. Сейчас разделываем. Осталось немножко пассеровать у нас мидии и креветочки. Да, морепродукты мы будем немножечко припускать на сковородке, но перед этим мы должны Для этого подготовить есть секрет небольшой, да? масло необычное. Да, оливковое масло мы немножечко должны поджарить перец красный чили немножечко и чеснок. Я забыл еще об одной вещи. Это шафран. Замечательный у нас такой Ну, шафран это продукт, такая да. очень оригинальная, так Он- скажем, специя. Он дает и красивый вкус, он дает и аромат. Мы добавим цвет немножко, и красивый цвет дает. немножко добавим сюда в майонез. Ага. И оставшийся мы положим Шафран вы добавляете сейчас или в самом конце? в конце. А вот сюда я уже сейчас добавляю, То есть чтобы, наши чтобы он заготовки, отдавал уже майонезный вкус. соус для гренок мы туда добавили, для того, чтобы Так, настаивался перец готов, немножечко. чеснок готов, поэтому, Руслан, я попрошу Так, давайте. в сковородку это все сделать. То есть буквально чуть-чуть мы обжариваем все. Да, он даст вкус, мы почувствуем это. И после этого следующий ингредиент у нас мидии. Мидии пойдут. Так, ну по готовке понятно. Теперь уже обращаюсь к вам как к Рустему Ильдаровичу, заместителю министра. Расскажите, пожалуйста, вот как в вашем министерстве проходит год экологии, да, общероссийский? В этом году я могу сказать несколько интересных проектов. Это озеро Лебяжье. Кстати, вот да, озеро Буквально Лебяжье. Недавно мы туда выезжали. Это излюбленное место горожан и гостей. За долгие годы вода в озере ушла. И сегодня наука, исполнительный комитет, спонсоры пришли к тому, что озеро нужно восстанавливать. Очень интересный проект тем, что мы формируем заново систему озер Лебяжья. Причина в том, что сама система озер, они так называемые подвешенные, они не глубокие, они сформировались естественным образом. И когда произошло то, что карьер, ныне озеро Изумрудное, превратился в водный объект, и его глубины достигли уже Куйбышевского водохранилища. Вода действительно ушла, потому что это старая долина реки Волга, песок, ушла и без углубления, без гидроизоляции. Озеро не выживет Не уже. восстановишь, да. Есть спонсор, есть замечательный проект. Этот проект увязан со всеми пожеланиями жителей. И я думаю, что к весне следующего года мы получим акваторию и прилегающую территорию 22 гектара. То есть такой будет такой семейный центр отдыха. Опять же, семейный Опять-таки центр День семьи. города, опять же, экология и опять возможность услышать от гостей города Казани о том, что как классно в городе Казани, и это приятно. После фразы «как классно в городе Казани» всегда хочется аплодировать. Но также мне хочется поаплодировать и нашему блюду, которое все-таки, я думаю, мы сегодня закончим готовить, да? Что мы сделали? Обжарили мидии. Мы еще сюда креветки должны положить. А, тоже туда же припустить, добавим, да? Пока у нас идет процесс приготовления ухи, мы приступаем к готовке салата. Для этого мы примерно ту же самую процедуру делаем. Красный перец, чеснок, который дает нам вкус. Готовим для теплого салата креветки, авокадо, черри и рукколы. Кстати, мы забыли добавить еще вино. Да, мы Вот должны немножечко самое выбрать. время. Для чего добавляется? Скажите, пожалуйста. А здесь секрет вина в том, что мидия, такой своеобразный продукт, он дает иногда сильный вкус,
И белое вино прям чуть-чуть мы добавляем. И оно должно выпариваться, да? Оно выпаривается, и оно нейтрализует вкус мидии, при том, что оставляя свою специфику. Выпарив вино, мы уже можем приступать к закладке кальмара. Тоже сюда, да? Да, да. И чуть-чуть Всё туда, пассируя, а потом уже- мы добавляем туда, и нам все, что останется, добавить рыбу. И название салата придумали? Может, Салат можно назвать гуайля. Потому Гуайля. да. Вот вы придумали название. Принимается, да. Рустем Ильдарович, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию эколога? Я с самого детства хотел быть, наверное, не экологом, а биологом. Ага. Поступал я в университет, это 81 год, хочу сказать отдельно, что это кафедра охраны природы первая в Советском Союзе, ее не было. И те учителя, которые меня учили, это Гаранин, это Попов, это вот Кстати. фамилия мирового уровня. Ты не сможешь делать, я сам делаю. Вот видите, какой заботливый муж у Да. вас. Ага. И начинал я простым инспектором, занимался экологической экспертизой. И сегодня я могу сказать, что действительно в год экологии мы реализуем, я сказал про озеро Лебяжье, мы реализуем такие интересные проекты, как сохранение и восстановление численности белого барса, который находится у нас на гербе республики. Он в республике никогда не водился. Но, тем не менее, забота идет от нас, да? Забота идет от нас. Он распространен у нас на Алтае, в Красноярском крае. Мы реализуем программу по сохранению барса. Я думаю, что успех здесь однозначно будет, поскольку у нас есть мощная научная база, у нас есть зоопарк, который занимался восстановлением белых медведей. И я думаю, что в скором времени мы можем увидеть всех котят, которые у нас появятся, и мы их будем выпускать в природу, как это было сделано вчера или позавчера, если не ошибаюсь. Алтайских моралов мы выпускали в республику. Ну и у нас сейчас финальный момент приготовления ухи. Нашу поджарку. Да, без бульона, да? Да. Перекладываем в кастрюльку. Так, рыбку тоже можно, давайте сделать параллельно. Вот, да? Самое время добавить лаврушку. Шафран нам сейчас дает, кроме аромата, прекрасный цвет. В принципе, на этом уха у нас готова. Будет она томиться минут сколько? 15-20, наверное? 20 минут. Приморская татарская уха. В казан с холодной водой поместили рыбу, морковь, лук и поставили на огонь. Когда рыба приготовилась, разобрали ее от костей, а бульон процедили. Запустили крупно нарезанный картофель и обжаренный лук, чеснок, сельдерей и помидоры. В отдельной сковороде на оливковом масле обжарили чеснок и острый перец. Затем их удалили. К ароматному маслу добавили мидии и залили белым сухим вином. Когда вино выпарилось, добавили креветки и кальмары. Немного обжарили и вместе с кусками рыбы запустили в бульон. Приправили шафраном, лавровым листом, посолили, поперчили и варили еще 20 минут. Ну а мы сейчас сделаем быстренько теплый салат, который мы назвали гуайля. Кунжутик давайте вот на этой сковородочке. Слегка. Чуть-чуть, да? Затем, да, салат будет теплый за счет того, что мы вот, поджарим креветки. Какие еще проекты, Рустем Ильдарович, расскажите, пожалуйста. Есть хороший проект, который вызывает интерес у арабского мира. Это возрождение соколиной охоты, но не просто соколиной охоты, но и восстановление тех видов, значит, соколов, которые традиционно были у нас. И более того, оказывается, в Верхнеуслонском районе эти сокола разводились и поставлялись в Москву. Но кроме этого, в центре Казани идет работа по экологической реабилитации Адмиралтейского пруда. Долгие годы это была заброшенная территория, которую многие, наверное, из нее не знали. Она находится в центре города. И мы сейчас говорим о том, что с привлечением федерального бюджета мы очищаем этот пруд от донных отложений. Старая излучина реки Казанки, она же Адмиралтейский пруд, заживет заново. Там будет чистая вода, вокруг появятся инвесторы, и будет территория еще краше, она будет совсем по-другому выглядеть. И я думаю, что это будет к 300-летию Адмиралтейской верфи, которую открывал Петр I, она будет восстановлена. Вот такие проекты. Ну и многих интересует вопрос о том, что что же у нас делается с самосервисской свалкой. Вот про этот полигон Да, и вы я и этот хотел у вас вопрос задали. спросить, да. На сегодняшний день сама свалка, она подлежит рекультивации. И мы что делаем сейчас там? Мы сделали систему сбора отходящих газов. То есть она не будет пахнуть у нас. Есть перспектива, идея о том, что эти газы не просто будут выбрасываться в атмосферный воздух, но мы их будем использовать. Будет поставлена газогенераторная установка. То есть свалка, она не закроет этот полигон? Она будет полностью закрыта. Закрыто будет. Все стоки, которые там образуются, они будут очищаться. То есть в окружающую среду не будет попадать ни атмосферный воздух, загрязняющие вещества атмосферного воздуха, не будут загрязняться подземные воды. И в дальнейшем, я думаю, что мы благополучно
об этой свалке забудем, это будет холм, поросший деревьями. При этом мы понимаем, что миллионный город говорит о том, что ежегодно образуется 600 тысяч, 700 тысяч отходов, и для этого нужны новые технологии. И сейчас рассматривается вопрос об строительстве термического завода. То есть мусорообрабатывающий завод. Термического отходов, да. И мы говорим о том, что будет оптимально выбрано место, будут внедрены наилучшие доступные технологии, которые позволят это контролировать и максимально очищать те выбросы, которые образуются. Прямо Руслан, у нас есть авокадо, мы берем лимон и сбрызгаем авокадо для того, чтобы авокадо не потемнело, лимон дает свой вкус. То есть слоями у нас будет салат, да? Да. Обязательно. Салат мы формируем слоями. Да, продолжая тему экологии, значит, что хочу сказать о том, что при наличии огромного количества инспекторского состава, при том, что есть там система мониторинга, я не могу не сказать о том, что в республике есть такие положительные вызовы, когда нам население говорит, где-то пахнет, где-то течет, и у нас есть лагерь «Солят», это одаренные дети. На сегодняшний день у нас есть молодежное движение «Буй чисто». Оно насчитывает 5000 человек. То есть волонтеры, можно сказать. Это огромные силы, они и волонтеры, они и сами убираются, они и нас информируют о том, что где-то есть непорядок. И я думаю, что это важно, поскольку вовлечение людей в этот процесс не просто как в голубых касках ты стоишь и наблюдаешь, а максимальное вовлечение. И это вот мы сейчас уходим от традиций обычных субботников, это вот уже активные акции с молодежью, это музыка, это какие-то промо-акции. Мы вот здесь вот активно это дело развиваем. Ну и вот, например, могу сказать о том, что столетиями, наверное, та проблема, которая была поставлена населением, дурно пахнущие запахи на физкосметикс, все мы помним, когда центр города накрывали эти запахи, благодаря в том числе активной позиции населения и понимания руководства предприятия, они в корне изменили технологию, пошли на многомиллиардные креветочки. потери, но при этом город Казань, можно сказать, что запаха на физкосметикс сегодня нет. Огромная работа проводится на сегодняшний день по озеру Кабан. И это будет отличная набережная, которая... Она и уже сейчас неплохая, кстати. Да, которая закольцует озеро Кабан, и мы можем велосипедные дорожки и пешеходные дорожки гулять и наслаждаться, и при этом будет применена технология, которой мы познакомились в Китае, где именно не технические варианты очистки стоков, а естественные. То есть это будут растения. Специальные растения, которые очищают водоем. Которые будут посажены там, они будут и украшением, и служить для очистки водоема. Эко-дом, логия, наука, то есть это наука о доме. Как мы живем, как мы относимся к тому, что нас окружает, что мы едим, экологически чистые продукты, которые мы сегодня готовим. И самое главное, быть ответственным, что мы оставим для своим потомкам. Так, ну у нас салат практически готов, мы его собрали. Остались последние красивые штришки. Это вот мы готовим наш прекрасный, очень вкусный соус. Мы добавим сюда, Руслан, немножко оливкового масла. Соус? Да, для того, чтобы... Да, все достаточно. Спасибо. Камера, к сожалению, не передает запахи, да? Да. Но очень ароматно и очень аппетитно. Очень вкусно и аппетитно. Что Так, еще? мы сейчас травой еще раз возьмем. Украсим. Украсим. И вот прям красиво. Давайте позвольте мне, я все только держал эту сковородку в руках. И вот так вот мы завершаем красивый вкусный салат ваиля. Добро пожаловать к столу. Салат гейля. Авокадо очистили, нарезали кубиками и выложили первым слоем на сервировочную тарелку. Сбрызнули лимонным соком, вторым слоем выложили рукколу. Затем помидоры черри, разрезанные пополам. Сверху обжаренные на оливковом масле креветки. Оливковое масло, соевый соус и бальзамический уксус перемешали до однородной консистенции. Полученным соусом заправили салат и присыпали подсушенными на сухой сковороде семенами кунжута. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. И самое главное, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Красивый стол к домашнему празднику, Дню семьи готов. Спасибо Камаловым. Ура! И заметьте, как Рустем Ильдарович голодный, да, как вот муж приходит с работы голодный, да, ведущий уже не стал пробуем, а он уже кушает. Приятного аппетита, бисмилля рахман рахим. Я повторю за вами, ни разу не пробовал уху в таком варианте, ни разу. Пробуем. Что же получилось, а? Ну мы-то пробовали. Мне кажется, да. Слово «вак». Говорите, говорите, я поем.
уха удалась. Такой насыщенный бульон. И вы знаете, вот, ну ни с чем его нельзя сравнить, потому что вот такое количество ингредиентов, вот так вот все смешали, и получился стопроцентный результат. Очень вкусно. Мы очень старались. Ну и сейчас самое время попробовать салат, который мы назвали в честь праздника Ваиля. Вы уже пробовали, я так понимаю, дома, да? Давайте сделаю это я. Снизу. Да, вот самый такой вот авокадо. соусом. Ну? Ну как? Так. Браво! Дорогие Рустем и Эльмира, большое вам спасибо за то, что нашли время, пришли к нам на нашу вкусную программу. Я вас искренне поздравляю, вашу семью с этим замечательным праздником. До новых встреч, и пусть у вас будет все хорошо. Гайля Байрамилля. Друзья, берегите природу. Это была программа «Секреты татарской кухни». И новый выпуск, новые гости ровно через неделю на канале ТНВ. Не пропустите.